Здравствуйте. Вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Правительство нашей республики, в частности, глава Якутии Айсан Николаев, более 10 лет уделяет особое внимание развитию человеческого капитала и несырьевой экономики, куда входит и IT-сфера. По мнению Айсана Сергеевича, самое главное в нынешних условиях санкционного давления – это создать экосистему, которая генерирует новые продукты в IT-отрасли. Какие планы есть по реализации представителей отрасли? Сегодня поговорим с резидентом IT-парка Якутия Баиром Дамдинжаповым. Добрый вечер, Баир. Здравствуйте. Ну, раз я начала программу с главы Якутии, да, давайте, не могу не спросить, вот эта поддержка правительства, о которой говорится, вы ее на себе ощутили? Какие проекты смогли реализоваться благодаря господдержке? Да, вообще в целом та политика, которая была выбрана курсом нашего правительства, да, в том числе Айсан Сергеевич непосредственно именно на несырьевую экономику, действительно дает плоды. Сегодня мы это ощущаем в том, что мы смогли пережить такие аспекты, как СВО, да, ряд крупных компаний ушли из России. Казалось бы, мы должны были там из-за санкционного давления совсем все быть плохо, но мы в Якутии достаточно быстро адаптировались. Это благодаря именно той работе, которая все это время здесь проходила. И мы действительно сегодня ощущаем и поддержку в том числе, да, и та экосистема, которая есть у нас в Якутии, это уникальная. Я вот много где по городам России ездил, и именно вот этой экосистемы я не встречал, ну, мало где, да, ну, кроме крупных городов, как Казань, там, Москва, соответственно. И я уверен, что при дальнейшем таком курсе, при поддержке Айсана Сергеевича в будущем, будут появляться еще крупные компании, такие как Киндрайвер и Майтона, безусловно. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно, отправив текстовое сообщение в мессенджер Telegram на номер 8 914 235 0502. Или можно задать вопрос через наше новое мобильное приложение. Если вы его еще не скачали, то отсканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, скачайте и задавайте свои вопросы. Ну вот последняя новость, не знаю, как касательно вашей отрасли. С 1 августа у нас в России вводит цифровой рубль. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Вот вы мне, как айтишник, можете объяснить, что такое цифровой рубль? Ну, как вы это видите? Ну, в целом, детали я не погружался. Я сразу понял общую концепцию и примерно понимаю, для чего это все нужно. Как бы сегодня банки имеют каждый свой счет. Да? У каждого банка есть свои счета, у каждого физического лица тоже различные счета в разных банках. В разных банках, да? И это все стопорит регулятор, госорганы для проведения там, статистических отчетов, да, для работы в дальнейшем. И вся эта история делается о том, что у государства появится одна общая, как бы, буферный счет, откуда банки сами будут хватать эти деньги, да, и, соответственно, у пользователя появится возможность быстрее, оперативнее получать какие-то услуги, в том числе для своих родственников, которые будут, конечно, захотят сами подключиться к этому цифровому рублю. То есть, условно говоря, у каждого пользователя останется такая база с цифровым следом, и все это ускорит все процессы для получения каких-то услуг для самого пользователя этого цифрового рубля. Конечно, я в детали не погружался, как это дальше будет все, но я сразу это осознал, что действительно это будет полезно и упростит очень много бюрократических моментов. Ну, работу налоговой в том числе, наверное, конечно, и так далее. Да. То есть для обычных пользователей все упростится, может быть, это к госуслугам даже будет подвязано, возможно, скорее всего, да? А для тех, у кого там много счетов по разным банкам, это все усложнится. Ну, как сказать, кто-то в тени захочет остаться, это дело каждого. А как сегодня вообще в целом себя эти отрасли в Якутии чувствует? Вот появилось ли больше простора для творчества, самореализации, какие-то новые заказы? На самом деле, я вот сегодня всем говорю, мы чувствуем чуть больше свободы сейчас на рынке, именно в Якутске, если говорить, потому что когда крупные наши коллеги, такие компании, как Майтон и Индрайвер, здесь находились, они постоянно занимались прям хантингом. Хантинг — это, получается, переманивание специалистов к себе в компанию за более хорошие условия. Мы, как маленькие компании, конечно... Не могли им предложить такие условия. Да, и как бы сейчас мы ощущаем, что мы стали теми компаниями, которые сейчас занимаются этим. Потому что как бы крупные компании ушли, фокуса стало меньше, и, соответственно, нам стало просторнее. И на самом деле многие уехали же, освободились, как сказать, вакантные места, и мы их стали занимать.
Мгм. То есть, а кадровый голод какой-то появился? Но в моменте прям почувствовать, что вот, очень много людей уехали, но стали возвращаться, да и в любом случае они продолжают работать в России, как бы. Мгм. Но там, я не знаю, тот же Яндекс, они сейчас обучают там в очень большом количестве людей, например. Вот у нас есть такая необходимость? Да, да, и чувствуется, что все равно, когда вот эти единороги компетентные уехали, скорость восприятия информации, она уменьшилась. То есть сейчас стало больше, да, специалистов стало больше, но уровень компетенции пока стал развиваться более медленно, потому что вот эти драйверы, они как бы сейчас зона их, как сказать, фокусировки в других местах, и чуть-чуть вот комьюнити, экосистема, да, стала медленнее развиваться. Но в целом количество кадров, оно растет, безусловно. Мгм. Ну, вот у вас IT-компания, которая несет звучное название «Польза», да, я знаю, что вы разрабатывали софт Касахату и Мады интересный, где можно было забронировать там место в палочном городке, программу посмотреть и так далее. Какие еще проекты вы реализуете, что в планах? Ну, на самом деле, этот проект мы реализовали на собственном движке. Мы как раз закончили бета-тестирование, и это первый пилотный проект, который мы реализовали на своем отечественном движке, который назвали «Марс». Потому что Марс для нас — это то стремление, куда сегодня человечество стремится, и мы хотим вот тоже стремиться к чему-то большому. И назвали свой движок «Марс». Мы этим занимались уже 4 года, и только выпустились. Сегодня у нас как бы уже пилотное решение есть. Я думаю, осенью мы уже начнем лицензирование ЭВМ и будем выходить уже в промышленную мощность. У нас получается единая кодовая база, которая позволит снизить стоимость разработки и порог вхождения новых специалистов. То есть у нас есть своя среда для разработки с единой кодовой базой, где любое мобильное приложение на разных платформах может делаться в более короткие сроки. Мгм. А если вот человек хочет войти в IT, так сказать, да, с чего лучше начать? То есть можно ли заниматься самостоятельно, или нужно там поступить куда-то на какие-то курсы, или Да, в любом случае я считаю, что сейчас много курсов очень на рынке, которые предлагают там за полгода или за 3 месяца приобрести востребованную специальность. ну, будем честны, это все маркетинг, потому что как можно там специалиста за короткое время просто научить и отправить в бой, да? Это в основном все маркетинг. На самом деле действительно добиваются хороших успехов те люди, которые изначально к этому как-то расположены. То есть фундаментально у них есть усидчивость, у них есть какие-то инженерно-техническое мышление, да, логическое, и которые могут сидеть над решением одной задачи более 6-8 часов. То есть мы сегодня очень много практику проводим для молодежи и студентов, и вот замечаем, что из 100 человек, 10, которые подходят под критерии, и из 10 только 3 появляются реальных кадра. То есть, и, грубо говоря, если по такой динамике судить, даже если они там отучились где-то в скиллбоксе или каких-то этих, да, без практических навыков, им сложно. То есть всегда надо закреплять эту часть фундаментальными знаниями, теоретическими, самому учиться. Неважно, не надо надеяться, что тебя научат, и ты все просто обучишься, и у тебя это получится. Надо самому каждый день заниматься этим. И, в-третьих, найти действительно команду или наставника, который будет тебя развивать, и вы будете вместе развиваться так быстрее. А самостоятельно, если вот... Ну, если просто самостоятельно сидит человек там на Ютубе, смотрит Это дольше какие-то- займет времени, просто займет дольше времени. Я думаю, больше года. Ага. Ну, то есть путь такой возможен, но... Путь возможен, но он дольше будет. Да. А вот компьютер насколько должен быть мощным? То есть если я хочу, чтобы мой ребенок там начал учиться программированию, да, насколько мощным должен быть компьютер, чтобы можно было на нем программировать? Родителям сразу говорю, не покупайте. Дети сразу скажут, надо видеокарту туда-сюда. Не ведитесь на это. Ноутбук должен быть без видеокарты, чтобы они не играли на нем. И средняя стоимость ноутбука сегодня 40-50 тысяч. Советую Huawei взять. Это не реклама, но действительно за 40-50 тысяч можно купить нормальный ноутбук для работы, чтобы сегодня уже кодить или разрабатывать что-то. А если там, человек хочет заниматься дизайном, Ну, если... там же все равно более мощный. Дизайном, в принципе, тоже можно на этом ноутбуке, но если вот 3D-моделинг, как анимации уже в сторону Да, этого да, гейм-дизайна идти, то, конечно, там уже лучше даже не ноутбук покупать, а стационарный компьютер. Потому что в любом случае ноутбук не выдает тех мощностей.
лучше иметь стационарный компьютер. Стационарный компьютер уже от 100 тысяч порядка будет выходить, мощный. Мгм. А есть ли вот ну, какие-то детали, которые можно заменять там так далее? Ну, то есть я знаю, что, допустим, видеокарты, они сейчас ну, стали вообще каких-то безумных денег стоить, например, да? Вот есть же какой-то набор, чтобы вот, ну, как конструктор собрать, что вот надо еще? Ну да, то есть я думаю, сегодня каждый ребенок разбирается и может самостоятельно собрать себе. Просто все именно упирается в ценовую политику. Насколько позволяет бюджет собрать ту или иную ну, по запчастям. Да, по запчастям будет дешевле, если покупать полный набор. Действительно, некоторые заказывают там-сям и выходят более дешевле. Но это надо, как сказать, потратить очень много времени, разобраться во всем, чтобы собрать. Но если нужно работать, то все-таки для работы нужен стационарный комп, да? Ну, для больших задач стационарно непосредственно, я так считаю. А для рядовых большинства задач достаточно ноутбука, и с ноутбуком достаточно просто взял его с собой и везде работаешь. Ты не зависишь от места. Мгм. А сколько зарабатывает айтишник? Это вот сейчас всех волнует, потому что сейчас идет приемная кампания, да, и мы тут вот не раз обсуждали, очень много школьников хотят именно в IT, потому что вот типа там хорошие зарплаты. Ну, вообще в целом идти ради денег — это не тот самый правильный путь, который я думаю, да. Но если мы говорим о деньгах, то я думаю, что начинающие начинают зарабатывать от 45 до 60, я думаю, которые только пришли в индустрию, которые имеют базовые навыки и какую-то пользу приносят. Ну и, соответственно, я думаю, верхняя вилка может заканчиваться до 500 и выше тысяч. Самая верхняя. Ну, это уже очень высокий уровень специалиста. Мгм. Ну и зарплата в России вообще действительно так отличается от зарплаты за границей? Или... Ну, знаете, в последнее время из-за всей вот этой всей ситуации мы наблюдаем утечку, ну, как сказать, мозгов, потому что их прям перекупают, стараются перекупить. Но многие вот из крупных компаний, мои коллеги, с которыми мы общаемся, они прям говорят, там все вообще, мы там не развиваемся, мы в России. Многие знают, что российские разработчики, айтишники, они очень сильные. Это в мире прям все знают. И как бы здесь у нас очень сильная комьюнити в целом среди крупных компаний, да, и высоких специалистов. И они так и говорят, не надо вестись на деньги, короче, надо вестись вот на что-то другое, на что-то более великое, большое, и создавать что-то вместе. Как бы. Ну вот некоторые HR считают, что начальный навык программирования нужен вообще всем. Ну, раньше же, помните, резюме было там WordPress, Excel, нужно, да, умею, владею. Я думаю, Владею ПК, да? Да, владею ПК. Я думаю, что и сейчас это... Факсом, имейлом. Само собой, как бы уже такие базовые вещи и владение интерфейсами, оно уже, наверное, должно быть, потому что мы сегодня работаем в разных вещах, там Trello, Bittrex, да, ведем task менеджер, с задачами следим. Как бы мы должны это уже все уметь, чтобы работать в IT-среде точно. Ну и в любой классический бизнес сегодня тоже переходит к автоматизации, и они начинают пользоваться всеми этими инструментами. И я думаю, чтобы развиваться, надо в любом случае дома хотя бы просматривать какие-то ролики для саморазвития. И в любом случае нужны какие-то первичные навыки. Да, одним Word'ом, Excel уже не обойтись. А вот появление в школах, в организациях доп. Образования, кружков IT, вот этих вот различных, сейчас IT-лагеря проходят, да, вот это, ну, нужная эта штука, это помогает развитию сферы и там, привлечению молодежи вообще в дальнейшем? Да, действительно, это же как работает, как первичная воронка. То есть расширяется первичная воронка попадания кадров, по этой воронке уже дальше кто-то отсеивается и уже находит свой путь. Действительно, для создания воронки это прям необходимая вещь. Но хочу сказать, что... Ну, вот эти IT-клубы вот эти вот по всей республике, Да, что запустили. это очень все здорово, там действительно появляются какие-то самородки, их можно находить. Меня больше радует, что у нас открылась школа Сбер-21. Она действительно даст хороший буст, потому что там реально эта программа уже проявила эффективность во многих регионах нашей страны. И я верю, что вот именно вот эта школа даст еще больше буста для нашего региона. Но и она ведь не для детей, она ведь для взрослых Ну, уже. людей. И причем там верхняя планка даже не ограничена. Там, ну, Ну, я считаю, что сегодня как дети могут начинать с 14 лет и в 16 спокойно туда идти, потому что, в принципе,
вот Unreal Engine создал программист, он начал писать в 12 лет, в 16 лет создал свой движок, в 18 лет он миллионер. То есть мы не должны относиться к детям как-то так. Дети уже могут приносить результат. Это нам надо как-то перебдить вот это мышление свое, что дети — это дети. Дети, они уже могут приносить гораздо больше пользы, чем взрослые. Я такого мнения. Самое главное, чтобы был наставник и педагоги хорошие. А все-таки насколько быстро можно вот С каждым возрастом... приобрести С навыки? каждым возрастом все сложнее, потому что как бы наш мозг, наша оперативка, можно сказать, да, захламляется уже другими жизненными процессами, и мы не можем сфокусированно одним заниматься. У детей же все проще, у них как бы, если есть какое-то увлечение, это полная их фокусировка, у них нету каких-то там жизненных других вариантов, которые затормаживают или мешают восприятию информации. Поэтому чем раньше начинают, тем им проще. Чем позже, соответственно, начинают, тем сложнее. Но, с другой стороны, ведь IT входит и в другие сферы, да, там, ну, в медицину, в те же там СМИ, вот у нас вот там приложение новое, там, Да. так далее, да. То есть это ну, уже как бы необходимость, получается, профессионалам в своей сфере приобретать навыки IT. Я вот про это говорю немножко. Не Ну, про обучение детей именно программированию, да, с нуля, а про то, насколько нужно существующим Я думаю, вот и вот организациям, бизнесам и так далее. Вот, в упрощении процесса уже упрощается жизнь, и информационные технологии как раз-таки помогают людям вот в этом моменте, да, чем проще, тем лучше, чем эффективнее же, сокращение времени, как бы. Самое главное, чтобы мы, люди, совсем не расслабились и не стали лентяями из-за этого. А как правильно работать в команде и как вы избегаете рисков слива информации? То есть вот, ну, проекты, новые идеи, свежие, там, Ну, вы знаете, мы могут вот украсть. занимаемся этим давно уже и пришли к такому выводу, что само понятие идея — это все, как сказать, Ну вот есть два мнения, да? Есть одно мнение о том, что идея ничего не стоит, вот, и есть мнение о том, что идея это, ну, прям очень важно, и она может реально стоить денег. И... Я считаю, вот то, что вот мы с моей командой создали себе миссию. Мы приносим людям пользу через современные методы работы и информационные технологии. Мы объединились, команда профессионалов, там, разработчики, дизайнеры, менеджеры, и основали компанию. Да? И вот эта команда рано или поздно создаст какой-то продукт или идею. То есть надо стремиться не к самой сначала идее, надо создать, ну, найти единомышленников, создать команду, с которой ты вместе дойдешь до мечты какой-то условно или до большой идеи. И там любая команда может взять какую-то идею, своим творческим или эффективным подходом решить ее и сделать лучше. То есть я считаю, дело в людях все-таки. А вот интересно, у всех ли в команде IT-парка профильное образование программиста? Ну, то есть вообще, насколько обязательно учиться в университете, там, не знаю, в институте математики 5 лет, чтобы стать айтишником? Фундаментальные знания, которые получают на учебе, они очень важны на дистанции. То есть, возможно, может некоторым показаться, что в начале пути мне эти знания не нужны, да, но когда уровень сложности повышается, чем ты дальше идешь, ты сталкиваешься о том, что тебе нужны фундаментальные математические знания для совершения каких-то сложных вещей в программировании. То есть все-таки я советую обращать внимание на фундамент, не вестись на то, что вначале легко может показаться, да, что мне не нужно все это мат-часть. Но на дистанции они сталкиваются с тем, что однажды чувствуют какой-то айсберг, который сложно преодолеть. И многие перегорают, потому что им как раз не хватает фундаментальных знаний. Поэтому я всем советую относиться к фундаментальным знаниям, ну, как-то более осознанно. Нет, понятно, что программисты это, ну, там некий костяк, да, вот, но сейчас же айтишники это не только программисты. Ну, да. Там есть там и гуманитарии, я не знаю, там и те На самом деле- те же и дизайнеры, те же и там маркетологи, это же... На самом деле вот в этом взаимодействии, вот в этом коктейле химии, да, разных профессий, разных складов ума, разных характеров рождается что-то интересное. Это безусловно. И я более чем уверен, при большом желании можно из технаря в гуманитарий, из гуманитария в технаря
перейти, это 100% возможно. Ага. Ну вот, например, сейчас новая профессия, я вот по Яндекс заговорила, у меня просто знакомая учится на тренировщика нейросетей. Вот, то есть им сейчас нужно много Да. тренировать свою нейросеть. Разметка данных. Вот, и, значит, они обучают там вот этих тренировщиков, готовы их всех взять на работу, кто выполнит тестовое задание. Вот. Ну, тренировщик нейросети, это же, по сути, гуманитарная работа, мне кажется, вполне себе... Ну, сегодня с появлением, тем более, искусственного интеллекта, да, именно накачивание знаний, верных, правильных знаний, да, это самое актуальное сегодня, что есть в мире. Вот, допустим, при запуске искусственного интеллекта ChatGPT он выдавал более точные ответы. Но когда люди стали заносить туда неверный контент, он стал выдавать результат хуже. То есть это говорит о том, что все-таки люди, которые имеют вот необходимые знания, должны накачивать нейросеть правильными данными. То есть в любом случае гуманитарий, он нужен. Вот раньше считалось, что айтишник, ну вот так в фильмах показывали, да, это некий такой вот, такой не от мира сего, такой вот ботаник, которому ничего не надо, кроме компа, и это мужчина, причем обязательно в очках, ну, не знаю, вот такое. Да, я считаю, это шаблоны какие-то, знаете, у нас же есть шаблоны 90-е годы, да, гопники или еще какие-то ассоциативные шаблоны. Это просто, что в каждую эпоху времени какого-то, да, есть какая-то своя манера поведенческая, которая диктует условия вокруг. А так, в целом, я считаю, что сегодня это я вижу ребят, молодых, разносторонних, которые все успевают и показывают хорошие результаты. И как программист, и не сказать, что с первого взгляда это программист типичный, который у всех в голове. На самом деле все меняется. А девушки-программисты есть? Да, мне даже... В Якутии у нас. В Якутии были, да. Я даже помню, Лера была очень талантливая девушка, и у нее очень хорошо получалось. Что... Вы так говорите, как будто она одна была. Ну, и мне удалось поработать. Я видел, что есть они, но просто я лично поработал. Вот. И в Москве мы там с одной работали. И я вот что заметил, есть все-таки особенность... У девушек вы же как-то шире видите некоторые вещи, как-то это так работает. У нас мужчин все последовательно более идет, а вы можете увидеть несколько путей развития, и все-таки есть плюсы. Ну вот про искусственный интеллект мы с вами начали разговаривать, да, а вот считаете ли вы, что когда-нибудь у нас все-таки возникнет такая программа, которая осознает себя как личность, пройдет тест Тьюринга? Ну, Skynet вот это у нас появится или нет вообще, в конце концов? Ну, вот недавно был случай, когда искусственный интеллект все-таки ввел в заблуждение там систему. Ну, на самом деле, вы знаете, это же тоже тест, который ограничен в правилах, да, есть определенные правила для решения этого теста. Соответственно, программу можно каким-то образом настроить так, чтобы она, возможно, каким-то образом ввела сомнения, да. Но на самом деле развитие искусственного интеллекта проявит себя тогда, когда он не будет делать на основе данных, выдавать результат, который уже есть, создан людьми, а сможет создавать нечто большее и новое. Когда искусственный интеллект сможет преодолеть именно вот эту задачу, я считаю, именно тогда можно сказать, что это, да, Skynet. То есть вы про способность творчества говорите сейчас? Да, возможно, именно проявлять самостоятельно, создавать что-то новое или принимать какие-то вот такие свои решения. Потому что сегодня искусственный интеллект, это же на основе разметки данных, он определяет большой массив и выбирает какой-то готовый путь по процентам, по математической модели. Ну и вообще считается, что способность к творчеству отличает человека от есть. там, машин, там, зверей, да, и понятно, что есть музыка, написанная компьютером, там те же тексты, рисунки, но тем не менее там нужно задать параметры. То есть сам он ничего не Задать выдумает. правильный вопрос, как говорится. Поставить задачу. Да. Чем правильнее вопрос, задача поставлена, тем лучше результат. Вот. А самостоятельно он не задаст нам вопрос. А еще было очень модное слово «хакер», да? Вот.
насколько сейчас вообще эта проблема стоит, информационной безопасности. То есть, ну, какое-то время там их брали на работу специально, да, чтобы они находили там дыры где-то. Ну, там, я не знаю, фильмы, которые отстают, голливудские, Ну да. там, от жизни, да, они показывают, что хакер может там взломать софт атомной станции, я не знаю, какого-то объекта. Вот насколько это Ну, вообще... что такое по-настоящему взломать хорошую информационную систему невозможно. То есть все дело в человеке. То есть можно взломать человека и благодаря этому получить доступ куда-то. То есть хакеры в основном это используют социальную инженерию, не именно информационных систем, а именно человека. Найти его ошибку, пусть он что-то куда-то не туда нажмет, и на основе вот этой ошибки они получают доступ к информационной системе. Потому что напрямую зачастую сегодня это почти невозможно. То есть в основном хакеры используют именно социальную инженерию в поисках, как подобрать ключи к определенным людям для того, чтобы получить доступ. Мгм. Вот вопрос от зрителя. Все мы жертвы МФЦ. В последнее время стал замечать, что программы виснут. Почему это происходит? Ну, возможно, техническое обслуживание, дело в техническом обслуживании, не могу точно ответить, потому что не могу обвинять людей, не могу обвинять систему. Возможно, просто техническое обслуживание. Ну, давайте проговорим про киберспорт. Я знаю, что вы киберспортсмен, да, в прошлом. Насколько сегодня это популярно? Какие команды из Якутии смогли добиться реальных успехов? Я вот, ну, знаю, что ребята из Хату и Спортс второе место заняли в турнире. Да, мы не только там второе место заняли, мы заняли первое место в Кубке России, мы заняли первое место в первых играх по Counter-Strike и лазертагу в фиджитал спорте, мы европейские турниры брали, сегодня мы являемся в топ-50 мира, со всего мира, да, топ-30 команд — это настоящие профессионалы, и мы уже почти в тир-1, в высшей лиге. Наши ребята из Якутии соревнуются с многомиллионно-долларовыми организациями на одном уровне. Все это, конечно, тоже было создано при поддержке Александра Сергеевича непосредственно. Он поверил в коллектив. Мы создали благодаря этому хорошие условия для ребят, где сегодня они реально конкурируют с лучшими из лучших. То есть сегодня наш регион, он по праву один из лидеров развития компьютерного спорта вообще в целом в России. А вот насколько вообще киберспорт и IT, вот, насколько это, Да вы знаете, что это объединяет, вот, ну, кроме компьютера, естественно? многие разработчики, которые, да, сидят, или дизайнеры, они на втором экране смотрят там YouTube, еще какой-то контент смотрят, и многие смотрят Twitch там, или трансляции игроков, то, как они играют. У них у самих времени не остается играть, но они смотрят за другими, как другие играют, и параллельно работают. То есть, грубо говоря, в любом случае интересы, они пересекающиеся, потому что в любом случае им это интересно. И компьютерный спорт, мне кажется, все сегодня играют, от мала до взрослых дядек, потому что мы даже сами дядьками собираемся и сидим играем. Не, ну одно дело просто играть, другое дело там Ну да. стать профессиональным спортсменом. Настоящий Вообще, киберспортсмен. насколько можно стать профессиональным киберспортсменом? Это большой труд. Если человек готов трудиться усердно, быть настоящим профессионалом, относиться к этому как к работе, соблюдать всю дисциплину, это огромный труд, это большой труд. И только те добиваются высоких результатов, потому что без труда, усердия и дисциплины, без работы над собой невозможно стать киберспортсменом. То есть это в первую очередь работа над собой, усердие, дисциплина и труд. Ну, как и обычным спортсменам, по сути. Как и обычный спортсмен, да, здесь ничего такого нет. И поэтому это надо вот понять, насколько либо это для тебя просто игра, либо ты готов выкладываться постоянно, всегда, чтобы стать киберспортсменом. Это надо вот в какой-то момент каждому подростку задать себе вопрос. А во что это нужно играть? Ну, самые популярные, если говорить денежные, то сегодня самые денежные — это Dota, а потом Counter-Strike идет, потом там остальные дисциплины. Ну, соответственно, интерес же там, где есть деньги. Вот. А неужели за столько времени не появилось там, ну, вы говорите, Dota, Counter-Strike,
Но они появляются, просто Но, видимо, новых неужели каких-то? PUBG появилось? есть, Valorant, много уже новых появляется, но пока той массовости пока нет. Но я думаю, дело времени. Появится новая дисциплина обязательно. Тем более у нас в России сейчас фиджитал спорт появился. Слышали о таком? Это двоеборье, где сначала необходимо поиграть за компьютером, а потом надо необходимо уже реально в жизни что-то делать. Допустим, я играю в баскетбол за компьютером, а потом играю в баскетбол в реальной жизни. И Россия запустила это, и будут игры будущего в следующем году. Фиджитал спорт. И вот это классное направление. Я думаю, что оно постепенно станет популярным во всем мире. Допустим, поиграв в Counter-Strike, потом пошел в лазертаг. Это же здорово. На стыке все. Цифровая и реальная жизнь, они как-то уже совмещаются. Ну, то есть, в принципе, вы в увлечении киберспортом, играми не видите ничего плохого. Потому что, ну, вот там, скажем, тот же основатель InDriver, там, Томский, он киберспорт сначала поддерживал, а потом сказал, что нет в этом ничего плохого, ничего хорошего нету, я это поддерживать не буду, это вот все тупик и никакого развития. На тот момент, возможно, да, потому что когда появился интернет, это что-то было новое, и люди это восприняли как что-то новое и очень сильно зависали там. Сейчас мы как бы прошли общество этот путь, и сейчас игры не настолько, даже игры перестали быть такими затягивающими. Они стали динамичными, быстрыми. Сегодня такого нет. Это дело того времени. Но все-таки хочется каждому подростку пожелать, чтобы он все-таки реально оценил свои возможности в первую очередь, и в любом случае добиваются успеха именно те люди, которые все успевают, и с девочками погулять, там, условно, да, с друзьями встретиться, с родителям помочь, и учиться, и поиграть. Именно успешные те сегодня на дистанции моего большого опыта, те, которые все успевают. Не надо, нужно всегда баланс какой-то находить. Все дело вот в этом. Но это дело саморазвития, надо всегда саморазвиваться. А какие киберклубы есть в Якутии? Или все по сети сейчас играют? Ну, компьютерных клубов самих их достаточно, более 10, наверное, у нас в Якутске только одном. А если говорить именно клубы, вот Хатуи Спортс есть Илин, который тоже сегодня набирает обороты. Ну и я слышал, Ситим есть. То есть, в принципе, у нас компьютерный спорт уже появилось 3 организации, которые занимаются на профессиональном уровне. И я думаю, эта тенденция, которая у нас идет, она приведет к тому, что у нас появятся настоящие большие свои чемпионы, которые будут трансфериться между большими организациями, как в футболе. Продавать игроков будут друг другу. То есть мы идем к этому. Создается новая экономика и новый рынок. А опять же, вот эти гонорары киберспортсменов, они приближаются к гонорарам реальных спортсменов? Можно быть киберспортсменом и не работать, заниматься только Да, киберспортом? 100%. Вот, допустим, в Хатуи Спортс у них есть ежемесячная зарплата, у них все условия созданы, повар, психолог, тренер, они работают, у них есть тренировочный процесс, и получают за это деньги, непосредственно еще получают деньги за призовые, то есть им еще и от призовых идет проценты. То есть, в принципе, сегодня можно зарабатывать реально большие деньги. И если ребята выйдут на вообще большой уровень, то там уже очень большие деньги. А где больше денег? Вот у айтишника через бат мы обсуждали или у киберспортсмена? Ну, не могу сразу так ответить. Тут, очень много факторов. Но в любом случае это очень перспективные направления, и которые сегодня реально дают возможность парню из какого-то села добиться больших результатов на мировой арене. А какие еще перспективные направления есть? Вот куда именно? Или фундаментальные получать Всем образование? советую Или куда пойти? физику. Почему-то я вот понял, что математика, она более линейная, то есть туннельная, да, а физика, она позволяет вот детям мыслить макро, микро, масштабнее, в масштабе процессов от маленького до большого, да, и советую репетиторов нанимать по физике, и я думаю, что благодаря вот они накопят пласт фундамента и уже сами определятся в какой-то момент, кем они захотят стать, потому что все-таки я верю, что дети должны выбирать сами. Ну что ж, благодарю за интересную беседу. Познавательная, я думаю, было. Уверена, что IT-сфера в Якутии прекрасное будущее. Да.
На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.